Фигурантка громкого дела вышла на свободу по амнистии, но какой ценой? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Азиза Хайдарова, помощница бывшего судьи суда Бабаджон-Гафуровского района Сагдийской области Рустама Саидахмадзады и фигурантка громкого дела вышла на свободу по амнистии. В конце прошлого года суд города Худжанд признал Хайдарову виновной в мошенничестве, растрате и фальсификации доказательств и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 лет. Родные осужденные утверждали, что ее арестовали лишь для того, чтобы заставить дать показания против своего начальника, судьи Рустама Саидахмадзады. Азиза Хайдарова сообщила 12 сентября, что она возместила ущерб, после чего в ее отношении был применен закон об амнистии. Прокуратура и Главное управление исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана освобождение бывшей помощницы судьи пока не прокомментировали. Азиза Хайдарова сообщила, что на прошлой неделе покинула колонию в Нуреке и вернулась в Худжанд. «Я решила отказаться от спорного жилья в пользу истца. Я отказалась от квартиры, которая была приобретена моей матерью за деньги, заработанные в России. После этого меня освободили по амнистии», — добавила она. Азиза Хайдарова заявила, что не хочет больше разговаривать на эту тему. Пока остается неясной, почему она не отказалась от спорного жилья в ходе расследования уголовного дела, а решилась на это спустя несколько месяцев тюремного заключения. Возможно, этого и хотели правоохранительные органы. Барно Хайдарова, мать Азизы Хайдаровой, ранее заявила, что купля-продажа квартиры всего лишь предлог. «Мою дочь таким образом заставляют дать показания против своего начальника, судьи Рустама Саидахмадзады», — утверждала она. Азиза Хайдарова не стала комментировать это заявление матери. Она лишь сказала, что до этапирования в колонию в Нуреке работники СИЗО оказывали на нее давление, чтобы она говорила то, что хочет услышать следователь. 26 декабря прошлого года суд города Худжанд признал Азизу Хайдарову, помощницу Рустама Саидахмадзады, судьи суда Бабаджон-Гафуровского района, виновной в мошенничестве, растрате и фальсификации доказательств, и приговорили к 10 годам колонии. Азиза Хайдарова отвергала все выдвинутые обвинения. В апреле этого года бывший судья суда Бабаджон-Гафуровского района Сагдийской области Рустам Саидахмадзада Верховным судом Таджикистана был признан виновным в заведомо ложном доносе о преступлении, незаконном вынесении приговора, превышении служебных полномочий и мошенничестве, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет. Спустя 3 месяца Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Саидахмадзады и сократил срок заключения на 1,5 года, при этом девушку посадили на 10. Напомним, уголовное дело против Рустама Саидахмадзады было возбуждено после вынесения им оправдательного приговора по нашумевшему делу. Суды в Таджикистане очень редко выносят оправдательные приговоры и почти всегда поддерживают сторону обвинения. Как вы относитесь к такой ситуации? Они, по сути, сломали девушке психику и жизнь, посадили ее за решетку, ведь она ни в чем не виновата. Просто попала под перекрестный огонь. И очень странно, что сразу ее выпустили, как только она отказалась от квартиры. Может, это кому-то просто выгодно, и кто-то проплатил, чтобы получить эту квартиру, и потому так получилось. А вы как думаете? И как вы думаете, виновен ли судья? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.